Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас и каждого сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, в это самое мгновение. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух задайте ему свой вопрос, спросите его, о чем он сейчас думает. Какие мысли о вас посещают его голову. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как сложно ему до вас достучаться, но либо вы от него в сегодняшнем дне прям закрылись. Так, мужчину показали мне симпатичного, такого дерзкого, в себе уверенного. Мужчина немножко такой холеный, да, то ли у него семья, да, мама там опекается. А возможно, мужчина не свободен, да, и опекается им другая женщина. Мужчина, который верит в себя и себе верен. Мужчина, который идет по жизни прям такими семимильными шагами. Еще есть у него такая особенность. Он очень ярко загорается, но очень быстро прогорает. Вот если у него что-то не получается, он начинает нервничать, психовать, такой, там все, не буду, не хочу, да, это там враги виноваты, я-то молодец, а вот враги виноваты. Ну, а если у него все получается, он прям такой довольный, грудь колесом, ходит, себя так постукивает, говорит, это я такой крутой, я всего добился. Мужчина, который нравится женщинам. Опять же, либо харизмой вперед, либо своей симпатичной мордашкой. Но опять же, этой самоуверенностью. Женщины на него засматриваются. И он такой, знаете, до поры до времени был любитель женщин, ходок, можно так сказать. Да? Подружек мог менять, мог свободно там, с любой женщиной познакомиться, там, флиртовать. Это его как отдушина была, либо какое-то даже увлечение, хобби. Коллекционировать женские сердца. Да. Знаете, мне кажется, что вы как будто бы для него ушат холодной воды. Да, вот он такой весь горячий, весь там внутри горел, бурлил. И вот вы, как ушат холодной воды, который на него вылили, привели в чувство, он отрезвел. Именно в таком моменте показывают. Видно, как меняется его отношение к вам, восприятие вас. Если раньше ему было с вами, как говорят, по приколу, да, вот ему нравилось, вы нравились, ваше лицо, ваше тело, те эмоции, которые вы ему дарили, и он больше брал, чем давал, то сейчас он замечает, что его со страшной силой к вам тянет. И вас в его жизни очень мало. И он такой, я хочу больше. Она мне нужна для большего. Не просто для того, чтобы провести время, не просто для того, чтобы там, увидеться, пообщаться, делить постель. Я хочу большего. Я хочу засыпать и просыпаться. Я хочу иметь возможность всегда быть с ней рядом, прикасаться, называть ее своей женщиной. Еще здесь показано, что вы за последнее время очень сильно изменились. Сейчас скажу такую вещь, только не обижайтесь. Это судьба, это высшие силы показывают, и они показывают знаками. Смотрите, видите, вот здесь была курочка. Курочка, да? Обычная курочка, домашняя, теплая, уютная, любящая. А теперь вы словно бы какая-то экзотическая птичка. То есть вот настолько вы поменялись. И мужчина смотрит, он понять не может, что происходит. Он вас не узнает. Вы другая.
Женщина, которая в себе уверена, женщина, которая знает себе цену, женщина, которая идет по жизни с улыбкой, ну, потому что она знает все секреты жизни. Для этой женщины нет невозможного. Эта женщина ни перед кем не склонится, никому не поклонится. Ну, разве что сама себе, либо Создателю. Не родился еще тот человек, кому бы вы поклоны били. Да? Вот такой вас показывают. Загадочный, с улыбкой, уверенной в себе, независимой, абсолютно самостоятельной. Женщина, как райская птичка, которую нельзя посадить в клетку, иначе она не будет петь. Либо эта птичка просто разнесет эту клетку, да, и никто не сможет ее удержать. Вот такой он вас видит. И здесь у него внутри как будто бы зарождается смесь восхищения и ужаса. Восхищение тем, какой вы стали, и ужас от того, что он вас теряет, от того, что он не сможет поддерживать ваш интерес к себе. И он такой, блин, что я могу предложить, да? Особенно если я женат, особенно если я живу с родителями. Вот что я могу ей предложить, чем могу заинтересовать? Она упорхнет, она реально упорхнет. Это уже не та курочка, да, которую я держал в своих руках. А это теперь райская птичка, которую нужно действительно привлечь, которой нужно максимально соответствовать. Да, прям потерял покой и сон из-за вас, постоянно об этом думает. И еще вижу, что он ищет информацию. Может быть, он конкретно о вас ищет информацию, да, что вас подтолкнуло к тому, чтобы стать другой. Возможно, он ищет информацию, допустим, с точки зрения психологии, да, как себя вести, как поддерживать интерес к своей персоне, как заинтересовать вот такую крутую женщину, как вы. А вы действительно стали очень крутой. Возможно, вы отдыхали, и отдых пошел вам на пользу. Возможно, вы сами для себя приняли очень серьезное, радикальное решение, да, что вот я не буду больше обычной курочкой, да, я стану райской птичкой. Я не буду думать о других, я буду думать о себе. Я не буду жить для других, я буду жить для себя. Да? Вот какие-то качественные перемены произошли. Да, на мужчину это очень влияет, но и на вас тоже влияет. Вы для себя очень много интересного открыли за последнее время. Вот что прям бросается в глаза, что вы осознаете, насколько вы прекрасны. Вы понимаете, насколько вы привлекательны. Вы понимаете, как много мужчин на вас поглядывают и имеют к вам интерес. Вы стали это замечать. Раньше вы этого не видели. Скорее всего, у вас был потухший взгляд, и вы просто пытались, не знаю, выжить, допустим, да? Жить, выжить. А теперь вы такая, нет, я буду от жизни получать удовольствие. Я больше не буду подчиняться мужчинам. Теперь пусть они мне подчиняются. Теперь пусть они доказывают, что они меня достойны. Вот вы мне идете максимально такой, знаете, в себе уверенной женщиной. Женщина, которая знает, что ей нужно. И она уверена, она просто гарантированно уверена, что она это получит. На вас, помимо этого мужчины, очень много других людей смотрит. И все пытаются понять, что с вами произошло, в чем тайна, в чем секрет, да? Где разгадка, почему вы стали такой другой, в чем подлог. Да? Вот вижу, что восхищенные взгляды. Все-таки люди восхищаются тем, как вы смогли преобразиться, как вы смогли не только там внешне преобразиться, но и внутренне, да? Потому что все это изнутри у вас идет. Так, о чем он думает? Он думает о том, что он хочет вас вот просто взять на руки и нести, куда глаза глядят. Желательно подальше ото всех. Ему хочется насладиться вами, ему хочется максимально вот вас сильно прижать к себе и никуда не отпускать. Он просто об этом мечтает. Это прям зов его сердца. Это единственное желание, которым он сейчас живет. Возможно, он готовится к встрече с вами. Он такой, все, схвачу, не отпущу. А возможно, вы только недавно виделись, и он такой, блин, она такая, она словно бы вино, которое ударило мне в голову. И я хочу, у меня жажда, я хочу постоянно быть рядом, я хочу постоянно прикасаться, я хочу прижимать ее к себе, да, вот такие желания. Тут даже не интимная близость показана. Здесь желание максимально прижать к себе, максимально удержать около себя, максимально вас к себе приблизить. И еще хочется, конечно, заглянуть в вашу голову. Что там у вас в голове? Кто у вас в голове? Вот. Мужчина, кстати, ревнует очень сильно.
Он старается разгадать, для кого вы стали такой другой. Знаете, ему даже на ум не приходит, что вы другой стали сама для себя. Не для кого-то, а сама для себя. И вот он прям, ну, извините, пятая точка чувствует, да, что какая-то угроза, да, что вы, скорее всего, там, кому-то другому хотите понравиться. Либо кто-то другой вас вдохновил на то, чтобы вы вот так радикально поменялись. Так, я еще вижу какую-то просьбу, либо проблему. Что-то вы ему озвучивали, либо о чем-то вы ему говорили. Может быть, даже всквозь вы сказали, а может быть, когда-то давно. И вот он думает о том, как бы это исполнить, как бы это выполнить. Ну, то есть доказать, что я могу, ты можешь на меня опереться, я могу решать твои проблемы, я могу выполнять твои пожелания, просьбы. Вот об этом думает. Но что-то вы такое прям серьезное ему загадали, он прям голову ломает, как будто бы это какой-то сложный ребус, да, сложно разгадать. Либо у него возможностей не хватает для того, чтобы исполнить вашу просьбу. Об этом он думает. Еще он думает о каком-то бумеранге. Видите, вот он бумеранг большой от вас летит в его сторону. Может быть, он наконец-то начал понимать, что в начале ваших отношений он как-то себя вел, ну, максимально неблагородно. Может быть, даже позволял себе в какие-то моменты не считаться с вами, либо не обращать на вас внимания. И он такой, она стала другой. И это мне бумеранг, да, за то, что я, ну вот, позволил себе в отношении ее такие поступки. Но об этом он часто думает. Но и в то же время он понимает, что если между вами любовь, то никакого бумеранга не будет. Да? То есть любовь спасет, любовь поможет. И еще, девочки, почему-то вот идет информация, что этот мужчина вам мало говорил о любви. Мало, да? Он мало проявлял свои чувства. Либо он больше брал от вас, там, вашего тела, вашей энергии, вашей страсти, но не давал, да? Может, заботился только лишь о себе. И он такой, надо вернуть, надо ей все назад вернуть, надо ей отдать, надо ей сказать о том, что она мне очень дорога, сказать о том, что я ее грежу, о том, что я ее очень люблю. Вот об этом он думает. Кстати, у кого-то мужчина еще такие шальные мысли проскакивают, что вы немножечко волшебница, да, не буду говорить хуже, именно волшебница, и что вы его все больше и больше к себе привораживаете. И он такой, блин, пропадаю, да, что мне теперь с этим делать? Ой, все, горемычный я, меня приворожили. Ну да, потому что очень тянет к вам. Как бы он ни сопротивлялся, а он пытался сопротивляться, я это вижу. Он пытался отворачиваться, он пытался куда-то бежать, он пытался прикидываться равнодушным. А ведь так оно не работает. Наоборот, он сам себя обманывал, когда он это делал. Еще сильнее хочется вас видеть. Кстати, девочка, у кого-то отыграется, что мужчина, пусть он не набожный, пусть он не сильно религиозный, но недавно, вот идет прям такая энергетика благости, где-то он был. Вот мне идет, что в каком-то храме он был. И я понимаю, что он молился за ваше общее будущее, за ту любовь, которая между вами вспыхнула, за это молился. Это не у всех отыграется, вот у кого-то конкретного точно отыграется. Так, и еще. Кто загадал на несвободного мужчину, ну вот явно у кого-то отыграется, что мужчина не свободен. С той другой женщиной у него, знаете, я скажу такую вещь, его от нее воротит. То есть там не то, чтобы у них ничего нет, его воротит. И даже как бы она там не старалась ему угодить, он просто отторгает ее все эти угоды, да, он такой, вообще не могу воспринимать. Вообще не могу. Любовь к вам вытеснила все к той другой женщине. Вот все. И чувства, и дружеские чувства. Прям все вытолкнула. Ничего не осталось. Осталось отторжение и даже какое-то пренебрежение. Вот мне идет. Что он ее еще и обижает. Вот. Ну, может, не сознательно, но тем не менее. Вот как-то так идет. И у кого-то еще отыграется, что мужчина как никогда близок к тому, чтобы ей все рассказать. Рассказать о своих чувствах к вам. Ну, вот в таком ключе. Так, еще в этот момент мужчина думает о каких-то деньгах. Деньги. Но почему-то эти деньги связаны еще и с вами. То ли эти деньги
он должен потратить на вас, либо благодаря этим деньгам он должен что-то для вас сделать. Думает об этом, думает. С деньгами у него сейчас как-то не очень хорошо. Либо какая-то нехватка прям ощущается. Может быть, он и к вам особо не может подойти и проявиться, потому что банально, что с шоколадкой не придешь, да? С ромашкой не придешь. Такой женщине, как вы, особенно какой вы стали, тут как минимум нужен там букет из 101 розы, да? Красивое украшение, желательно какое-нибудь прям очень хорошее, но никак не шоколадки и не ромашки. Вот это его тоже беспокоит. А знаете, в чем еще фишка? Что он не может фокусироваться на своей работе, на своих делах. Он пытается что-то делать, но вот максимально на вас отвлекается, переключается, как будто бы в забытие уходит. Там, где вы, там, где он, где тепло светит солнце, и вы голенькие друг друга обнимаете. Да, об этом он постоянно думает. Прям скатывается в эти мечты. Он с этим борется, но вижу, что проигрывает. Прям как в нору входит, да. Вот хочется сидеть, либо лежать и мечтать о вас, такой прекрасной, такой желанной, теплой, вкусной, да, об этом он думает. Так, а у вас тоже, кстати, к нему кое-что поменялось. Если раньше вы им очень сильно дорожили, либо очень сильно обижались на то, что он там суховатый, невнимательный, что он иногда может там где-то там завеяться там, по рабочим моментам, либо просто с друзьями, и потом вам просто сухо сказать, типа, извини, да. Сейчас вы как-то по-другому на это стали смотреть, как-то спокойно, и вы такая, типа, не хочешь, но и не надо. Да, ты не первый и не последний, да, такие мысли приходят. Вы сами от себя их не ждете, но они приходят. Опять же говорю, вы стали понимать свою ценность, стали понимать, насколько вы прекрасны, желанны, и вы можете от жизни получить все то, чего захотите. Вы прям это чувствуете, на кончиках пальцев чувствуете. К мужчине вы стали относиться более спокойно. Вот как-то так идет. Это не значит, что разлюбила. Это значит, что вы действительно смогли совладать со своими внутренними страхами, зажимами, комплексами. Вы раскрываетесь. Вы раскрываетесь в прямом смысле слова. Дальше. Стрелка указывает в его сторону, показывает единичку. Вы идете к тому, чтобы стать для него самой главной женщиной в его жизни и судьбе. Видите, вот она стрелка, и вот она единичка в его сторону. А он, видите, пониже находится, на лошадке, типа сидит. Вы идете к тому, что вы своими даже неосознанными действиями, спонтанными, самопроизвольными действиями становитесь для него самой главной женщиной. Вы становитесь номером 1. Все, что вы делаете сейчас, это абсолютно правильные шаги, которые приведут именно вас к такому результату. Здесь как будто бы битва двух интересов, либо двух титанов. Но битва, она уже предопределена. И предопределена ваша победа и поражение этого мужчины. Но опять же, никто из вас, по сути, не выиграет и не проиграет, потому что вы боретесь в поле любви. Понимаете, вы как будто бы кто кого покорит, да, кто кому подчинится. Но вы явно никому не будете больше подчиняться, райские птички никому не подчиняются. А вот мужчина, он действительно становится более степенный и более от вас зависимый. Он и сам этого не понимает, не отдает себе отчета, что он становится действительно от вас зависимый. И дальше будет больше, девчонки. Если сейчас он такой вот герой, да, если он такой сейчас весь независимый, самостоятельный, вот, знает себе цену, то он постепенно превращается в такого, знаете, миленького плюшевого мишку, да, который будет мечтать о том, чтобы оказаться в руках у вас, в руках у своей хозяйки. Вы именно к этому идете. Вот такая вот отсыпочка у нас вышла, мои хорошие. Вы, конечно, умничка, вы молодец. Просто аплодирую стоя тому, кем вы стали, тому, как вы раскрылись. Вот. А мужчина, он такой, как он есть, но он меняется. И меняется благодаря тому, что он вас любит. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Всем спасибо. Всем пока-пока.